В Казани подвели итоги всероссийского конкурса «Быть, а не казаться-2025» и объявили победителей среди более чем 70 тысяч претендентов. 400 наставников из 79 регионов России прошли испытания и доказали, что настоящая сила заключается в опыте, знаниях и единстве. Этот конкурс объединяет тех, кто ведет за собой и вдохновляет. Это конкурс наставников. 100 победителей вошли в кадровый резерв молодежной политики и получили возможность масштабирования практик наставничества по всей стране. Одним из победителей стал Спартак Колесов, начальник штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Нерюнгринского района. Я попал в финал конкурса «Быть, а не казаться», который проходил в Казани. 70 тысяч было заявок, и вот я попал в 400 финалистов. Это очень крутое мероприятие. Это конкурс, который по инициативе Владимира Владимировича Путина организовали. Роспатриот – это очень крутое мероприятие. Те, кто побеждают, становятся в резерв управления по молодежной политике. Я, допустим, попал в этом году именно как от Юнармии, то есть я выиграл финальный конкурс «Лидеры профмастерства», именно онлайн-конкурс, и попал в финалисты этого конкурса «Быть, а не казаться». Его проводили второй год, то есть первый раз был в том году, в этом году, второй раз его только накатывают, да, только начинают его улучшать, но он уже очень популярный, он уже очень значимый для всех наставников нашей России. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из ключевых задач современного общества. И в год защитника Отечества это направление работы с подростками имеет особую важность. Нерюнгринское отделение военно-патриотического общественного движения «Юнармия» ведет свою деятельность уже не первый год. И за время работы сотни юных нерюнгринцев приняли, может быть, самое главное решение в своей жизни – выбрали путь будущего защитника Родины. У Юнармии Нерюнгринского района было организовано в 2017 году. Я начальник штаба Юнармии всего 3 года. Но я могу сказать пока про себя. Да, за эти 3 года мы после пандемии вернули уважение к Юнармии, мы вернули детей в Юнармию. То есть сейчас у нас, если первый год у нас было 9 отрядов, сейчас у нас 12 отрядов. Если было в том году 350, в этом году 750 юнармийцев. То есть Юнармия потихонечку растет, становится опять на ноги после пандемии. И результаты очень много. Каждый отряд юнармейский гордится своими достижениями. То есть Серебряный Бор у нас хороший отряд, ИТЛ-24 хороший отряд. То есть ИТЛ-24 занял 1 место по Зорнице, да, то есть их отряд. Отряд СРДТЮ тоже у нас 3 года подряд наши дети, юнармейцы СРДТЮ ездят в лагерь «Океан». Награждены около 9 юнармейцев нашего района юнармейскими медалями, юнармейская доблесть 3 и 2 степени. То есть результаты есть, и это показывает, что не зря работаем. Дети, сейчас наше трудное время, да, то есть когда идет СВО, то есть детей никто не заставляет, они сами идут, сами занимаются, то есть это им интересно. То есть они уже растут настоящими патриотами. Даже одно решение, то, что он пришел в Юнармию, это уже говорит о том, что он действительно любит нашу страну. Год защитника Отечества – это не просто календарная дата, а символ национального единства и патриотизма. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны. Это год, который напоминает о важности исторической памяти и о непереходящей ценности мира, который защищают наши защитники Отечества своей мужественностью и самоотверженностью. В том году мы открыли мурал в нашем городе, первый мурал, где был на картине нарисован Кулагин Вадим и юнармеец Клюцев Кирилл. То есть это вот именно передача эстафеты от одного юнармейца к другому. Да, Вадим погиб,
геройски его награжден орденом мужества. Но это как раз пример нашим юноармейцам, как нужно любить Родину. И у нас в этом году отряд СРДТЮ за 2 года, у нас 3 выпускника, которые поступили, 2 высшее воздушно-десантное Рязанское училище и 1 Луганское пехотное. То есть это результат того, результат нашей работы, я думаю, налицо. Движение юнармия набирает обороты с каждым годом. Увеличивается количество юношей и девушек, которые сознательно вступают в ряды юноармейцев. Конечно, это не армия, но все очень серьезно. Учащиеся дают присягу, участвуют в мероприятиях патриотической направленности, ведут активную общественную жизнь. Даже месяц или 2 месяца, если они побыли в юнармии, все равно дает что-то им хорошее. Многие заканчивают, многие по 3-4 года, кто-то 8 лет даже в юноармейском движении, кто-то 2 месяца, 3 месяца. Все равно это оставляет неизгладимую им память на всю жизнь. То есть участие в этих мероприятиях, в этих зорницах, в этих походах, то есть все равно делает из них настоящих граждан. То есть вся наша методика сделана для того, чтобы они были настоящими гражданами. А вообще допустим, я не ставлю цель, чтобы они были прямо уж патриотами, да, то есть стараемся, чтобы они были просто мужчинами, настоящими воинами, которые могут защищать свою семью, свою страну. То есть мы не говорим прям каждый день «любите Родину». Нет, просто они ходят со мной в поход, они умеют многое, то, что не умеет сейчас большинство молодежи. То есть они стараемся, чтобы родители всегда участвовали в наших мероприятиях, чтобы они видели, чем они занимаются. То есть вообще вся работа наша рассчитана на то, чтобы своим примером родителей, примером. Так что наши юноармейцы, они тренируют младший состав. То есть на этом все построено. Не на словах, на работе. Деятельность движения «Юнармия» направлена на воспитание в юноармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства и любви к родине и родной культуре. Большое внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье. И в последнее время большой интерес к участию в движении проявляют девушки. Жизнь такая сейчас. Сейчас девушки активнее, чем мальчики. Мальчики больше это компьютер, это сидение дома. Девчонки целеустремленнее вообще всегда, да? А здесь просто возможность себя проявить. И это их заинтересует. И самое главное — победить противника, это мужчин наш, да, то есть стать лучше. И это очень мотивирует их. Поэтому с ними сложнее немножко, да, это не спорю. Перерастают, взрослеют, но все равно те, кто действительно поставил себе цель быть юноармейцем и идут до конца, то есть они лучше мальчиков иногда. Причины, по которым юные нерюнгринцы присоединяются к движению «Юнармия», у всех разные, но это всегда осознанный выбор. Изначально я пошла в лагерь «Летний мужество». Там была первая смена. И подписывалась она как наличие походов, костры, огонь, и так далее. Более интересная тема, отдаленная от лагеря детского. Но это меня и привлекло. А то, что это юнармия, я в целом и не знала. Уже на самой смене я познакомилась с оружием, со спортом, с походами, разумеется. Это меня привлекло, я все же решила сюда вступить, о чем я нисколько не жалею. Мне нравится дисциплина на самом деле. Ее соблюдение, ходить строем, работать с оружием и общее единство. В рядах юнармии формируются чувство ответственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность, качество, характеризующее настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с другом, выявляют и анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути их решения через реализацию социально значимых проектов.
Ну, в юнармии именно своего района я нахожусь уже более 3 лет. И решила сюда пойти, потому что больше не было никаких других занятий дома, как бы, и надо было чем-то развиваться. Родители меня подталкивали к этому, и решила сначала пойти на бокс, но с боксом как-то не удалось. И нашел для себя путь вот в юнармии. Точно любовь к родине, дальше любые тактические там, знания о тактической медицине, о тактике ведения боя, которые можно рассказывать другим ребятам, чтобы они также в этой сфере развивались. Ну, и, наверное, все другие ребята, которые из других районов, тоже рассказывают свои навыки, качества, показывают их. И все это, получается, совокупляется во мне. И также я передаю им другим ребятам. Движение «Юнармия» создает условия для развития интеллектуального потенциала каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития способствуют формированию у подростков различных типов мышления, умению анализировать исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно общаться. Но привлекло меня в юнармию из-за того, что у меня дед был военным. И я пошел в лагерь как-то раз и увидел, как ходит строем юноармейское движение. Ну и захотел на вторую смену пойти также, попробовать ощутить это чувство юноармейца. Меня держит чувство патриотизма и долг родине. Одним из самых волнительных моментов в жизни каждого юноармейца, решившего вступить в ряды этого всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, это, безусловно, принятие присяги. В общеобразовательных учреждениях района сформировано 13 отрядов, и с каждым днем интерес к военно-патриотическому движению только растет. Решение каждого, еще раз, каждого юноармейца, то есть он должен быть лучшим во всем, в школе, в учебе, в спорте, в соревнованиях, то есть он должен быть лучшим. Каждый из ребят для себя решил, правильно ли он выбрал этот путь будущего защитника Родины. Ведь после присяги и клятвы, данной прежде всего самому себе, назад дороги нет, а есть путь. Трудный, но поэтому такой интересный. Я была в лагере мужестве на специализированной смене в отряде юнармии. Меня очень зацепила эта тема, и я решила поступить в юнармию, потому что мне понравилось это движение и то, чем здесь занимаются. Мне нравится быть патриотом своей страны, и я хочу поддерживать патриотизм в нашем районе. По инициативе Нерюнгринского отделения юнармии при поддержке районной администрации патриотическое воспитание подрастающего поколения будет продолжать набирать обороты, и самые юные жители района смогут примкнуть к юнармии, вступив в отряд «Орлята». Также нерюнгринские юнармейцы принимают самое активное участие во всевозможных сборах и слетах, где показывают высокие результаты. Так, ребята приняли участие в межрегиональных зимних сборах Всероссийского движения «Юнармия» к защите Родины готов, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они прошли в Алдане. На слет съехались более 200 юноармейцев из Якутии, Амурской области, Приморского и Хабаровского краев. Нерюнгринский район представили юноармейцы отрядов «Беркут» Центра развития творчества детей и юношества, поколение Z медицинского колледжа и клуб исторической реконструкции «Волчий кряж». Мы делаем все, чтобы детям было интересно. Но этот год, конечно, он будет понасыщеннее. Почему? Потому что очень много мероприятий связано с 80-летием победы в Великой Отечественной войну и годом, объявленным нашим президентом, годом Героем Отечества. Конечно, это будет и интереснее, и ответственней. Вот мы приехали, чтобы не просто быть участниками, но как и организаторами этого слета. Нерюнгринские юноармейцы организовали уникальную выставку, представив более 14 образов воинов разных эпох.
Гости смогли познакомиться с формой военнослужащих разных исторических периодов, вооружением и макетами огнестрельного оружия, амуницией и тактическим снаряжением. Также прошли мастер-классы по оказанию первой помощи от медицинских специалистов и тренировки по тактической медицине и тактике боя. Мы показываем тактику медицины, то есть самопомощь и помощь пострадавшему. То есть инъекции, там, ожоги и как правильно бинтовать. И сразу все налетели, то есть им очень интересно ставить инъекции, то есть принимать участие в сердечно-легочной реанимации и бинтовать друг друга. В завершающий день слета прошла реконструкция битвы на озере Ильмень, состоявшейся 23 февраля 1943 года в Старорусском районе Новгородской области. Очень масштабно. Огромное спасибо пиротехнику. Прям настолько шикарно все распределил, все сделал. Некоторые заряды, правда, не сразу сработали, но сработали четко, как надо. Вот. Очень хорошо постарались другие руководители данного мероприятия. И, в общем, все на высшем уровне. Участие в подобных слетах оставляет неизгладимое впечатление у юноармейцев и мотивирует их на дальнейшее развитие и участие в различных мероприятиях. Нам очень понравилось. Я лично езжу уже 4-й раз сюда, и каждый год здесь что-то новое. Алдан нас всегда встречает с особым теплом и с особым радушием. Нам здесь всегда рады. И сюда, правда, хочется приезжать. В этом году, 23 февраля, мы проводим уже на другой территории. Прямо сейчас была реконструкция, и нам очень понравилось. И подобных мероприятий в календарный год у Нерюнгринского штаба юнармии запланировано множество. Да, сейчас мы провели 2-4 октября Дальневосточный слет юнармии. Это очень знаковое для нас, именно для района мероприятие, потому что мы шли к этому 9 лет. То есть он начинался у нас как слет 2 отрядов, 2 районов, потом стал зональным, потом межрегиональным, и в этом году он стал с помощью Романа Михайловича Щегельника, он стал у нас дальневосточным. То есть было 7 регионов. И это очень круто, очень интересно для детей. Особенно для наших юноармейцев Нерюнгринского района, они были волонтерами, то есть они все 3 дня работали, то есть не участвовали там в соревновательных или еще что-то, они работали, то есть они были волонтерами, они готовили есть, они стояли, охраняли оружие, занимались соревнованием лазертагом, то есть они все время делали. Вот это и есть для меня самая главная проверка их на прочность, на то, что он юноармеец настоящий. 9 декабря у нас будет обязательно присяга, ежегодная районная присяга, где будет принимать присягу больше 50 человек, новеньких юноармейцев. В этом году мы хотим поехать на рождественские встречи в Улан-Удэ. Это как раз те, кто приезжал к нам на слет, они нас пригласили на новогодние каникулы к ним. В феврале мы поедем в Алдан, также в Алдан, где будет у нас 3 дня мы опять будем работать, то есть у нас будет выставка оружия, выставка вооружения, и будет реконструкция, бой местного значения именно с Великой Отечественной войны. Мы еще не решили, будет сценарий, сейчас пишется, то есть мы там будем взрывать, стрелять, бегать с оружием, то есть будем побеждать немцев. И еще одно из хороших, больших мероприятий, которое мы хотим на следующий год, это поездка в Владивосток на профориентационную поездку. Мы едем на 4 дня, уже договорились, уже все заложено, деньги заложены. Едем на 4 дня, нас пригласили, мы посетим все институты, все, что связано с военной тематикой. Попадем на Тихоокеанский флот, попадем в 155-ю бригаду морской пехоты, на Химовское училище, Суворовское, то есть уже программа пишется, то есть возьмем как по максимуму юноармейцев, человек 15-20 со всего района, которых действительно хотят связать свою судьбу с военной деятельностью, с будущим. И они увидят воочию именно будущую свою профессию и все остальное.
Впервые Нерюнгринский район стал местом проведения первого межрегионального слета юноармейских отрядов. Более 140 участников из разных регионов Дальнего Востока собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки и укрепить дружеские связи. Организовать для юноармейцев такое состязание помогли участники страйкбольного клуба, сопровождающие ребят на каждом отрезке пути. Эмоции от слета просто зашкаливали. Еврейская автономная область была всегда готова. Мы приехали здесь на соревнования, в город Нерюнгри. Для нас это новая локация. Мы прошли полосу препятствий. Да, было тяжело, но мы все-таки справились, мы одна команда. Самым сложным для меня, наверное, была снежная погода. Она больше мешает выполнять какие-то различные задания. А так, все нормально. На сегодняшний день для подростков на территории нашей страны созданы все условия, помогающие принять решение встать на путь любви и служения Родине. Разработаны экипировка и символика, сформулированы основные принципы организации, определен перечень пилотных площадок. Пополнить ряды юнармии – это добровольный, осознанный выбор, скрепленный присягой перед своими согражданами.